Взяла обед, Хатарскую, сейчас с коллегой. Здравствуйте, коллеги. Начинаем пресс-конференцию президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжаня. Сегодня глава государства подведет итоги уходящего 2021 года. По традиции передадим слово абхазскому телевидению. Фатима Гергия, Абхазское телехопша. Ашукса нуцка яха ялышкава. خصوا شخص يقضي يختار كوي أو دايرة كويرده شزات كلر استخن. سجراف إيش حتير استخو إيش دروا إيش دروا эпидемия, пандемия, или что, то я хау играю и проблема дуна хапхе что, смыкум по юнтум по хала свайвехет, дара корн хала свайвехет проблема, и вдруг хоп сквиша анаго анагзерам мацураква, агубзерах черам мацура, ахатарнаксва, ахакимсва ирбоджеба. И вдруг хоскуя анаго тихо статистика. Era trățește, halagăște usura, șta ubri problema azbără să ceagăl răză, jif milioner anță para năhu. Hakim sfăva usu zva și vdrăuieș. Aceva o făcu, erau amște hiți girauet, ra хорачă, medicament ra хорачă, tehnica хорачă, nas ițigi расходный материал, что убрать, а харч просвоенный хоп, и все не вдруг лаборатория, ко шиц айчка ара хапшит, уги дара зух Марьям стара хоп, абри рехава проблема хаскуяна гуп избанок зер, аре проблема а у губзера яд хава проблему. Валсулы схарста хуб хуш нерехана уабре чимезера яхтана адунер псахит яхау гранзи гу проблема хачагуло хапха аги хачагула захат беха трактулы хатарна кибрагим аюзба телефон дасван ацхра раду арзот убраин хо хава айвлори aber Virgilera организация по бартранпиги айра не по ахшкой эти хаким своих таху на материал хава айвер ацхара артета диаспора ацхара артет хаюз ацхара артет мусаполитикс ирхо вайн гарто у яшо сепхазот шра ишуму буиза таглаз аша и штахазара интернет алома дашаджалома штала негаш а статистика его. Эхап рустула шаучмезихаз, шаавебре чмезере газ. Шахопш шаучмезихаз хакан чмезере шаавегаз. Арад ипсиз рамеште хикоп 20% кар анза чокшту рустула айцена ваат ипсиз. Апснинс хавайвер хабхазарла ирацузам яхзим дроаз гидахаз. Обригаци шцар гивот хакан таглаз аша وبريرا كورسالا واخو بشوازر يحي شيغو يجت عند كركو شبكه رقن يحا يصحو ياشو اراو جايبا شو كتشبناها هارتون وي على صفيرا ماريوب زيجير تخوب اخشترتش اويد خشتو ابخارا ازرز ايما تسرا دشتازرز اكروات شز بكنوب واكو غون يشتز ويلبا واسينا ها ويزك حمزرز تخوب ويزك حمزه مخا Я рабре проблема, ялка анвала софизер, хакимсва, тауп рас хастахуп, сиграбха, аджеба аду ирбез, яха харс мам алтша, ханатетха, окупатыгла гаша, саришизбу. Убрямиштах, ятшни сфарти стахуп, ярахава айфлер, абжи харавик, абхара пахада клаз, харатахума якнухо, ограничительные меры хайзу якнухо даха, ирацузоп якумнухо. Уидара хакимсва ргуялсвы. Брат нейзелак чарома, нас санкции с мама митингома, нас шатагло зашакома, абхив хавай зот, а милиция аус руаме не изот вас эголот ир прохадохот, а ризига чима зара, а тагло зашартфикот. А ризига хакимсвеге гватре чуб, уртки апсет, уртки джибак потваксату. Убри анти, абри яхао проблема казам хазот, а проблема абри азбара хачуб.
убри аамышьҭахь апроблемақәа даараӡа ирацәоуп, ибзиаӡаны ижәдыруеит, хынтә ҩынтә аӡхыҵреи аԥша бааԥсасреи ҟалеит. Ари ҳара иаҳаԥхьаӡаз Аԥсны акомиссиақәа, Аԥсны ахьынӡанӡааз акомиссиа ус ауан, араионқәа рхадара уааҵәҟьа иҿыркааит, раион цыԥхьаӡа акомиссиа, 2 миллион инреиҳаны аԥхасҭа ҟанаҵеит аԥша иасыз аӡхыҵреи. Уи азҵаарагь аӡбара ҳаҿуп, даара имаҷуп уи аӡбараҿы иҳалшаз, имаҷуп. Ацхыраара ҳарҭарц ҳәа Урыстәыла ахадарахь арзаҳала ашәҟәы ҳҩит, ҳақәдыргәыӷит, макьана аҭак ыҟам, аха ҳақәдыргәыӷит, сгәы иаанагоит уи апроблемагь ҳаӡбоит ҳәа. Ус агәаанагара сымоуп. Нас ипроблеман иҟоу ибзиаӡаны ижәдыруеит афымца алашара. Изыхҟьазгьы бзианы ижәдыруеит. Ара ацәаҩарақәа рацәоуп, даара акыр абри аурыс аҳәынҭқар иҳаиҭаз апериток ҵыԥх, сынтәа иҳаиҭаз апериток абри ахәыз зшәода, ари изыхәда иқәлода ҳәа уааҵаауеит. Сара знык исҳәахьеит, ҽазныкгьы исҳәар сҭахуп, абри апроблема анцәырҵ ҵыԥх Урыстәыла ахадара санрыҳәоз, салагаанӡа зегь раԥхьаӡа исҳәаз убриоуп. Ацхыраара ҳҭахуп, ари ахә ҳшәартә аҭагылазаашьа ҳамаӡам. Афымца ахә ҵыԥх миллиард киловатт ҳауит сынтәа, сгәалашәом ҳауранҳо уи хмаатки бжаки иԥсоуп, уи злаҳшәо ԥара ҳамаӡам. Ҳшәыҳәоит шәҳацхраа. Қьаадк ыҟаӡам иахьану, абри ахә абысҟа иаԥсахоит, абысҟа ԥара шәшәароуп ҳәа. Срыҳәан, ҳрыҳәан, ҳаилыркаан, иҳацхрааит. Иахьа аҭагылазаашьа убысоуп ишыҟоу. Изҭаху иҟоуп ҽакала аҭагылазаашьа ҟазарц, изаҳзари, иҟоуп изҭаху еилаҳарц зынӡак. Вагьаҟоуп, излазбалаха, иахьа ус акәӡам ишыҟоу, ҳара ҳҩыза аҳәынҭқар, аҩыза ду ҳәа иҳаԥхьаӡо, ҩызаҵас дҳазнеит. Аха ари заҭагылазаашьа анбанӡаало? Абас ҳара иаҳҭахыцыԥхьаӡа есымша, хәыда-ԥсада апериток ҳаиҭом аурыс ҳәынҭқар. Мап иҳаиҭаӡом. Еиҿаҳкааит адокумент, дорожна карта ахьӡуп, аенергетика иаҭаху аусқәа ҳаӡбарц, ҩ-нызқьи ҩ-ӷәӷәа шықәсанӡа ираӡаны иҳақәнаго ацхыраара ҳаиҭоит убри аганахьала. Нас иҳаиҭаӡом. Убраанӡа ҳара ҳаҵаарақәа аҩныҵҟа аенергетика иадҳәало ҳара иҳаӡбароуп. Уажәы ари апроблема ас иҵарны изаҟалеи? Избан акәзар ҳауаажәлар иҟоуп ԥыҭҩык, зқьҩык, ҩ-нызқьҩык, ауаҩы бызшәа змаҳауа, амайнинг аиҿкаара иаҿу иаҟәымҵыз. Урҭ аӡәгьы пату рықәырҵарц рҭахӡам, ргәыла дырбарц рҭахӡам, рыуацәа рҭынхацәа рбарц рҭахӡам, урҭ зышьҭоу рхи рыԥси иоуп. Ԥыҭҩык ыҟоуп ацәажәара иаҿу убри аганахьала, аҳәынҭқар зегьы ихараырҵоит, арахь рыҩны ан инеины ирыԥшааит, зегь раҳа иалацәажәоит, арахь рыҩны ирыԥшааит хымчыбжьа раԥхьа. Хцырак ракәын аус зуаз, иҳәеит руаӡәк иахьнеиз, уажә аацыра аус ишьҭан. Хцырак акәым, цырга бжак азин изҭада аус агылара аҩны. Уигь проблема иаԥырхагоу усуп. Уи иааҳҵар акәу, азакәан ҳадаҳкылеит, иахьагьы уахагьы аус руеит, амилициа аус руеит, ачымчыра инеин уахымна ҳашҭа шәауаа рышҭа шәизҭалеи ҳәа шьоук амитинг иазыргеит. Ари уахымна уҭамлар ианаҿаркуа иаҳарак уахымноуп, абжьы ngo, ҽынла иузгәаҭаӡом. Ирыцхраар акәын иақәнагаз ҳауаажәлар, ҳмилициа анусуа рыцхраара аҭыԥан ирԥырхагахеит. Иҳамоуп ҳауаажәлар абра инхо ԥыҭҩык, анцәа иџьшьаны урҭ рацәаӡам, аха рбжьы ҳаҳауеит, иаҟарҵогь ҳныԥшуеит ибааԥсны, ари апроблема ҳаӡбарц зҭахым, абри апроблема аҟасырц рҭахуп, нас ҽыԥныҳәац апрезиденти, апремьер-министри, аминистрцәа ирыҭарц. Аҽыԥныҳәа иашьҭоуп, ус иҟоугьы ыҟоуп ԥыҭҩык, убри ишәдыруазар сҭахуп. Апериток аганахьала азҵаара ҳаӡбеит, ҳалацәажәахьан даара акыр абри апроблема майнгатәы аӡбара азыҳәаны иаҳҳәахьан убыс, иаҳҭахуп технопарк аиҿкаара ҳәа. Уи аидеиа ҳазлацәажәоз иахьа уажәраанӡа инагӡаӡам, ашәгьы иаркӡам. Коммерчески перитокгьы ҳаура ҳаҟоуп, ахә Урыстәыла ишоу ахә хмаатк иаҳаны иҟалоуп, хмаатк инадыҳәҳәылаха иаҳаны, убыс уже инвестор дыԥшаатәхоит, убри апарк ҳара иаҳҭахын сынтәа иҟаҳҵарц иалымӡеит, аҽыԥныҳәа ҳарҭоит изалымҵи, избан акәзар, ари уара егьанумам, аӡәы уаниҳәо, уи иахьа инастроение аҟам, уаҵәыцәа ԥырхагахоит, унапы егьанакым, уара ишуҭаху азҵаара, уара иануҭаху аҽны иақәыршәан, аӡбара даара ицәгьоуп.
Арда проблема косозлацой зиги ухацхра захне ваурс хунткарио. Вы хархадиге проблема куимо. Вы уже вимзрабха проблема хуцхра физис ботха хайхан нас вимзрабха химз хбан хахрма зах сода хахр. Избан зихер хачу эниц блок избот. Аси мариазги афумса проблема ко ойште дара карцвет 2 миллиард маатинеркна вайфлер рхедер хоза фумса ахшет зам жоқшук заринс ала. Вы проблема зами 2 миллиард кала уи қиташа мачизма аварийный запас хоза что 5 миллион картахуб шуксып адзин разухан эзерго 2 миллиард кахейз гани хамазги фышкса азхом. Уиз харада. Уи хомен фырцес. Сарестахзама ва аджиб набри хараб хвах сагара савираха и его дают за проблему ханиш, а его дают за проблему сала савир нефаси. А тагло заша харамам коя боо хагдинцай, усами ши усказ харас мама тагло заша ахико касфорстахуб, айбишел гейшти сарехин здрва, сяшо пропиши здрва с никим цахет, чатак смовит, сынпа. А бюджеты хадахкулас, абхепя чтение законное хадахкулас симпа, убре бюджеты хапара изахки. Биш миллион каранза, насера бюджет яцахцит осенью хапсахитаха, первоначальный бюджет, который был принят, он исполнен с профицитом. Тому есть много обстоятельств, в том числе возросший туристический поток, в том числе возросшее качество администрирования и налогов, таможенных сборов и таможенных платежей. Я считаю, что это неплохая динамика, и мы в обязательном порядке сохраним эту динамику. В ближайшие 3 года на цифровизацию отраслей экономики, с тем, чтобы государство контролировало бизнес, контролировало, значит, расходование средств, чтобы деньги были под учетом. На эти цели будет потрачено около 800 миллионов рублей. Это, конечно же, повысит собираемость налогов. Мы считаем, что это правильный подход, потому как у нас есть добросовестные налогоплательщики, и есть люди, которые не платят. Это несправедливо все время выезжать на плечах одних и тех же. Примерно такая же картина у нас по платежам за электроэнергию. Одни и те же платят, другие не платят. Вот мы будем создавать технологии, нам россияне в этом вопросе помогут. Под эти цели предусмотрено 800 миллионов рублей, и мы будем контролировать потоки денежные в стране. Это даст ощутимый результат. Это тоже одно из таких, скажем так, одно из направлений деятельности, где у нас обозначилась хорошая тенденция. Хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Вот с мая прошлого года, с мая 2020 года по настоящее время, не имея обязательств на это, бюджетных обязательств, государство оказало помощь более чем 5700 людей. Сумма оказанной помощи – это более 400 миллионов рублей. Хотел бы обратить ваше внимание, что в течение 2020 года, 2021 года существенным образом повышена заработная плата основным категориям бюджетников. Повышение заработной платы за эти 2 года составило около 60%. Или в абсолютных цифрах, средняя цифра, примерно средняя, около 9 тысяч рублей. Повышена заработная плата на 70% сотрудникам Министерства внутренних дел. Повышена заработная плата на 75% сотрудникам Службы государственной безопасности. Для нужд Министерства внутренних дел приобретено более 100 единиц транспортных средств. Это тоже результат. Средняя заработная плата в милиции стала около 21 тысячи рублей. Было 12 тысяч рублей. Я бы хотел, чтобы вы, уважаемые коллеги, на секунду представили, насколько сложно работать сотрудникам милиции. Вот представьте себе молодых людей, которые получают 20 тысяч рублей, идут на мероприятия, рискуют здоровьем, порой рискуют жизнью,
слышать нелицеприятные вещи. В этих условиях работают наши правоохранители, и мы им платим 20 тысяч рублей. Это очень мало. Но было 11, это было еще меньше. Конечно же, государство будет предпринимать максимум усилий для того, чтобы повысить, еще больше повысить заработную плату сотрудникам правоохранительных органов. Это соответствует нашим с вами интересам, потому как я неоднократно об этом говорил, и сейчас хочу повторить, что государство это право. Не говоря уже о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, проблемы, которые имеют политический подтекст. Для решения этих проблем приходится, значит, принимать решительные меры правоохранительным органам, как это было неделю тому назад. Далее, что еще, на что хотел бы я обратить ваше внимание, что еще удалось сделать. Значит, мы запустили программу «Жилище 2020» в прошлом году, 2021. В рамках реализации этой программы 30 семей приобрели жилье. Это все с помощью, это не кредитные деньги, это как бы помощь, которую мы оказали. Я сейчас раскрою вот эти вот 400 миллионов, как были потрачены. Значительная часть этих денег была потрачена на обучение наших детей за пределами Абхазии. Эта сумма из 400 миллионов 53 миллиона, по 170 тысяч в среднем. Несколько тысяч, это в среднем около 100 тысяч, это деньги, которые были потрачены на лечение. И по другим проблемам тоже. Я считаю, что в этом плане государство выполнило и выполняет свою социальную функцию сверх тех обязательств, которые были взяты. На что я хотел бы еще обратить внимание. В рамках встреч, которые мы проводим вот, с деятелями культуры, с деятелями значит, науки, спорта, то, что, скажем так, очень важно, то, что человека делает человеком, это культура. Вот, какие бы вопросы мы ни обсуждали, в конечном итоге все сводится к тому, что все рушится, в материальном плане рушится. Нет денег, наш союз писателей, наши прославленные писатели сидят в здании, которое аварийное. Наша музыкальная школа находится в аварийном состоянии. Там в любое время может обрушиться какая-то конструкция, дети могут получить увечья. Наши художники не имеют места, где хранить свои картины. И многое-многое в таком ключе у нас происходит. И необходимо увеличивать расходы. А где взять деньги для того, чтобы увеличить расходы? Экономика наша не может себе это позволить. Значит, надо сделать так, чтобы тот ресурс, которым мы располагаем, он отдавал большую отдачу. А каким ресурсом мы располагаем? Рекреационным ресурсом располагаем, морским, воздухом, хорошей географией, транспортными возможностями, которые надо развивать. Не может быть развития экономики без развития, скажем так, таких отраслей, как энергетика. И мы этим занимаемся. Вы, наверное, знаете о том, что не более 10 дней тому назад было подписано соглашение на проектирование газификации Абхазии. Проект газификации будет готов в конце будущего года. Это очень серьезное подспорье. Вот в ближайшее время будет подписан договор на проектные изыскательские работы по нашему аэропорту. Это очень непростая задача. Такую задачу не удавалось решать руководству Абхазии никогда. Аэропорт был запущен в советское время, и это делать, скажем так, на уровне Москвы. И мы, конечно же, сталкиваемся с такими вопросами, которые нам ранее не приходилось решать. И поэтому нам сложно определять сроки. Порой мы не вписываемся, потому что это новые вызовы, новые задачи, новые технические решения. У нас нет готовых людей и специалистов. При всем при этом мы двигаемся, мы идем вперед. Мы подготовили соглашение, оно будет подписано о деятельности, инвестиционной деятельности российской компании на территории Абхазии. Недавно была презентация крупнейшего проекта на Средиземноморском побережье, на Черноморском побережье. Аналогов нет. Это не какие-то, знаете, прожекты. Этот проект был презентован компанией, которая имеет солиднейший список выполненных работ аналогичных. Они уже на этом этапе располагают, у них около 6 тысяч номеров.
Курорт Красная Поляна – это их собственность. И Меретинская долина – это собственность их, они это построили. Сейчас они строят комплекс Монтера 5+, отель рядом с Фиштом. Это люди, которые умеют и знают, как работать. Я был у них, они мне показывали, у них все в графике, в компьютере. 29 декабря работы такие должны быть выполнены, к примеру, к концу, там, к 18:00. Объем выполненных работ, там, бетонных таких-то, там отклонения могут быть только на час, на два. Мы целый год занимались этим проектом. Вы знаете о том, что в свое время земельный участок был выделен правительству Москвы. По разным причинам правительство Москвы не реализовало этот проект. Потом появились новые потенциальные инвесторы. Они вступили в переговоры с правительством Москвы. И правительство Москвы понесло там какие-то расходы, там какие-то сооружения они сносили, что-то еще. И в конечном итоге они это право приобрели. Я почему так говорю? Потому что я знаю о том, что там разговоры ведут, о том, что кто-то кому-то землю продал. Это неправда. У нас нет такого права, и этим никто не пользуется. Речь идет об аренде долгосрочной или о бессрочном пользовании. На тех же условиях, на которых это в свое время было отдано правительству Москвы. И этот проект, он поменяет очень многое. Вы знаете, он поменяет очень многое в сознании. Речь идет о том, что там будет отдыхать не менее 150 тысяч туристов в год на этом объекте. Это с трудом вам в это верится, но цифры именно такие, это масштабнейший проект. Но какой турист там будет отдыхать? Особенный турист, зажиточный турист. В среднем это планируется, что там неделю человек проведет. Представляете, да, в течение недели он там неоднократно побывает за пределами этого отеля, несколько экскурсий, еще куда-то. Какой эффект? Даже третья часть тех людей, которые планируют отдыхать в этом отеле, если прилетят в аэропорт города Сухум, это 50 тысяч человек. Если взять сезон, 50 тысяч человек, если там на 6 месяцев, да, это около 400 рейсов. Вот два таких проекта, если они будут реализованы в Абхазии, два таких масштабных проекта, они сделают аэропорт безубыточным. Не говоря о том, что и сейчас есть какой-то поток, и другие проезжают. И мы получим мощнейший импульс для развития Восточной Абхазии. Год тому назад никто же не верил, что в июне в Тамыше появится объект. Он же появился, да, это всего 2 звезды, это бунгало, но со всеми удобствами. 28 лет тому назад закончилась война, в столице Абхазии до сих пор нет бассейна с подогреваемой водой, а в Тамыше он есть, и Эйфелевая башня там есть. И все это было сделано за 6 месяцев, на месте, где было болото. И все это было сделано инвестором, который приехал. И тамышский объект заплатил около 34 миллионов рублей. Там была самая высокая заработная плата по всей Абхазии в туристической отрасли, потому что в белую платят. Может быть, для тамышцев и жителей Чимчирского района, которые там работают, это, конечно, очень здорово и хорошо. Для масштабов, для всей страны это может быть не так видно, но тут же мы говорим о том, что вот прецедент, значит, можно быстро, качественно. Самое главное, кто это делает. Сейчас на Новый год туда приедет 200 человек. Другие отели все пустые. Почему? Да потому что эта фирма, которая строила, этим занимается, они умеют грузить эти объекты. Они умеют его загружать и зарабатывать и для себя, и для нас. Дело мастера боится, есть такая русская поговорка. Это люди, которые знают дело. Вот с такими людьми нам надо и иметь отношения. И такая вот история у нас будет в Пицунде. Кто бы там что ни говорил, кто бы, значит, не препятствовал этому. Реализация проекта Пицунды, вы знаете как, это поменяет отношение к Абхазии в разы. Реализация проекта связана с запуском Сухумского аэропорта. Вот я часто бываю в Москве, я примерно понимаю, вот санкционные сегодня меры работают, очень много бизнесменов, богатых людей, которые все реже и реже бывают за границей. Вы знаете, около 1000 самолетов частных в 4 аэропортах сегодня простаивает, во Внуково и так далее. Просто стоят самолеты, люди бы с удовольствием прилетели бы на день, на два в Сухум или в Пицунду. Но вот представьте себе,
дорогого клиента, а где мы его можем разместить в Сухуми, в Восточной Абхазии? Нигде. Это все взаимосвязано. Мы хотим сохранить свою чистоту вод, воздуха, экологию. Значит, мы правильно движемся в развитии туризма, экотуризма. Вот эти вот вопросы, я считаю, что вот то, на что можно было бы обратить внимание, то, что может стать для нас ориентиром. Большая работа проведена, большущая работа проведена, она не завершена, но эта работа сделана. Ряд других, значит, проектов, которые мы здесь реализуем с помощью наших российских союзников и друзей, вот эти очереди, которые без конца на границе образовываются, эта проблема тоже будет решена. Правда, мы предлагали одну технологию, россияне сказали, что они поступят по-другому. Нам, в принципе, без разницы, как это будет сделано. Самое главное, в течение 3 лет будет так, что там не будет очередей и пробок. То есть эта граница не будет препятствовать потоку, который к нам намеревается приехать. На это я обратил бы внимание. Теперь вот недавно в парламенте Нацбанка отчет, какие там показатели, да, финансовые в целом по стране. Я бы на это тоже хотел бы ваше внимание обратить. Если в прошлом году, вот такая вот справочка, за 11 месяцев 2021 года приток денежных средств в Республику Абхазия составил 45 миллиардов рублей, что на 70% больше, чем за соответствующий период 2020 года. Тогда было 27 миллиардов. Приток денежных средств – это то, что приходит в бюджет, это то, что приходит на пенсии, это деньги, которые поступают по российским картам, на счета физических лиц, это деньги, которые поступают на корреспондентские счета наших банков, и в конечном итоге это все поступает юридическим лицам и так далее. Это хорошая тенденция, это очень хорошая тенденция, и мы будем предпринимать усилия для того, чтобы эта тенденция стала еще более устойчивой. Поэтому, если коротко, в плане позитива, то, пожалуй, то, о чем я сказал. Ну да, не проводился там какое-то время чемпионат Абхазии по футболу. Мы начали его проводить. Если это интересно, я на это тоже мог бы обратить наше внимание. Принята программа социально-экономического развития, она утверждена моим указом. В 2022 году мы создадим корпорацию развития, и она согласована с руководством Российской Федерации. Значит, корпорация развития Абхазии. Корпорация будет заниматься привлечением инвестиций, созданием условий для развития бизнеса, обучением, значит, рекомендаций в плане налоговой и таможенной политики, сближением наших законодательств в области налогов, рекомендациями, да, экспертными заключениями, так называемая, одним словом это можно назвать компетенция, то, чего нам тоже не хватает. Вот корпорация этим вопросом будет. В программе заложено достигнута договоренность о создании Российско-Абхазского фонда по аналогии с российско-киргизским. Российско-киргизский фонд работает несколько лет. Ежегодно в этот фонд поступает около 100 миллионов долларов. И вот эти деньги управление фонда с корпорацией развития Киргизии направляют на перспективные инвестиционные проекты. По аналогии мы тоже будем действовать. Мы сейчас занимаемся гармонизацией нашего законодательства, так, чтобы бизнесмены по обе стороны границы понимали друг друга и говорили на одном и том же языке. Это тоже очень существенная предпосылка. Будет обязательно, в обязательном порядке, параметры я не скажу, рано об этом говорить, мы заложили там, просим одну цифру, какую утвердят точно не скажу, но это будет больше, чем было, программа льготного кредитования будет продолжена. Вот те объекты, которые в Абхазии построены, но не доведены до конца, вот отели, вот здесь вот 2 отеля, там 6% годовых. Эта программа будет. Если это было 1 200 000 000, я думаю, что у нас будет в несколько раз больше. Мы об этом тоже договорились. Около 2 миллиардов рублей россияне окажут нам поддержку в течение 3 лет в рамках этой программы, безвозмездная помощь на поддержку предпринимательства, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
Вот проекты будут точечно отбираться, кому-то будут покупать посевной материал, кому-то, скажем так, племенной скот, для кого-то будут покупать технику, кому-то будут погашать или субсидировать процентную ставку по бизнесу. То есть шаг за шагом, целенаправленно мы пытаемся, наша деятельность направлена на то, чтобы охватить все сферы жизни и деятельности нашего государства. У меня будет в январе, я планирую выступить с посланием. Я хотел это сделать в декабре, но с 30 сентября, как вы понимаете, мы вошли в турбулентную зону, и вот только несколько дней, как из него вышли, у нас не было такой возможности. Там более подробно я расскажу о планах исполнительной власти на 22, 23 и до 25 года. Вы неоднократно говорили действительно о том, что переитог за 2020 год никто нам не выставлял счета. Это как бы гуманитарная помощь предоставлена бесплатно. Распространяется ли эта мысль на переитог 2021 год и на переитог за 2022 предстоящий год? Было сказано буквально следующее. Вот мы остаемся без электроэнергии по таким-то, таким-то, таким-то причинам. Денег на приобретение электроэнергии в Абхазии нет. Мы просим вас в таком объеме дать нам переток. В прошлом году нам переток дали. С такой же проблемой мы обратились в этом году. Прежде чем мы обратились к такой проблеме в этом году, уже началась совместная работа с тем, чтобы мы всю жизнь не просили россиян в течение до 2025 года. Там определены объемы перетока, которые мы получим. Но до 2025 года мы должны создать условия, при которых у нас у самих будет достаточно электроэнергии, и мы не будем просить переток, или если мы его будем просить, то мы за него будем оплачивать. На сегодняшний день действуют такие договоренности. Нет ни одного документа, который мной подписан, в котором сказано, что вот за этот переток необходимо заплатить такую-то сумму денег. Но эти договоренности, которые изложены в дорожной карте по выводу энергетики из кризиса, нами не будут выполняться, а мы должны прийти к 2025 году к экономически обоснованному тарифу. Но экономически обоснованный тариф это не только там, экономически обоснованный тариф. И мы должны к 2025 году прийти к средней заработной плате в 40 тысяч рублей. И эти меры привлечения инвестиций, льготное кредитование, русско-абхазский фонд и много-много другое на это направлено. Экономически обоснованный тариф это примерно это около 2, да, что-то около 2 рублей в течение 5 лет. Значит, но тарифы будут разные, под разные категории. Будет, так скажем так, социальный тариф на определенные объемы. Там это будет 50 копеек, но 50 копеек такой-то объем. Сверх этого объема уже пойдет другая шкала. Так как это делали во всех странах, причем во всех богатых странах. Все считают, и за все принято платить. Но если мы к тому времени мы обязаны просто привлечь инвестиции в энергетику, мы должны привлечь инвестиции в энергетику, создать свою собственную генерацию. Вот газификация Абхазии – это возможность получить ресурс, с помощью которого мы тоже получим электричество. Вот надо искать инвесторов, договариваться с ними. Инвесторы могут прийти только туда, где это им выгодно. И нам должно быть выгодно. Значит, вот такая работа – это то, что нам предстоит сделать. За счет каких источников, за счет какого бюджета вы реализовали повышение заработной платы? Повышение заработной платы на 9 тысяч рублей. Очень много за счет россиян, и какую-то часть мы сами оплатили за счет того, что мы собрали больше денег. И доля повышения заработной платы, российская доля, с каждым годом будет уменьшаться. Мы сами должны будем зарабатывать и повышать заработную плату. И поддержка по повышению заработной платы будет до 2025 года. В 2025 году мы должны выйти на цифру 40 тысяч рублей заработной платы. Сегодня она около 19. Если так вот по правде, это же неправда, что в 5-звездном отеле в Гагре заработная плата может быть 13 тысяч рублей. Вы что, верите в то, что там за 13 тысяч рублей люди работают? Верите? Нет. Я не верю. Это будет следующий вопрос. Поэтому вот эта вот цифровизация отраслей экономики, цифровизация таможенной службы, налоговой службы. Для чего мы это делаем? Почему мы попросили у россиян 800 миллионов рублей на цифровизацию, чтобы
Государство видело, кто сколько зарабатывает и сколько он платит, насколько бизнес социально ответственен. Там и другие механизмы необходимо будет заключить. Вот, оживление, тот, кто платит, их должно быть больше, значит, развивать бизнес. Кстати, вы знаете, кто самый крупный налогоплательщик в Абхазии на сегодняшний день? Кто больше всех платит? Сотовые компании? Нет, не сотовые компании. Нет, 470 миллионов. А вторые уже, Это какая организация? это РН Абхазия, Роснефть. За 11 месяцев они заплатили 470 миллионов. 450 сотовая компания и ниже и ниже. Аслан Георгиевич, 21 декабря во время беспорядков в столице страны многие граждане переживали, что власть может уступить деструктивным силам. В случае повторения истории, как вы намерены действовать дальше? Я очень рассчитываю на то, что такая история не повторится. Мы сделаем, я как глава государства, все возможное, чтобы такая история не повторилась. Митинг, который был 21 числа, это был несанкционированный митинг. В нем принимали участие совершенно разные люди. И там были люди, которые были настроены мирно. И, собственно говоря, какая-то часть людей поучаствовала в митинге, и они разошлись. Оказались участниками этого митинга совершенно другая публика, которая подошла к зданию, и произошло то, что здесь произошло. Это нехорошо, это недопустимо. Такого рода инциденты впредь должны быть исключены. И государство предпримет все необходимые меры для того, чтобы это не повторилось. Все необходимые законные меры. Я ни в коем случае сейчас не говорю и не ставлю оценки, это не моя компетенция. Тщательным изучением того, что произошло, занимаются правоохранительные органы. Вы знаете о том, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Будут, наверное, я уверен в этом, установлены лица и будет доказана вина, и эти люди понесут ответственность. Мы будем действовать исключительно в правовом поле. И государство, конечно, будет защищать народ от беспорядков, граждан от беспорядков и, собственно говоря, власть. Это функция государства. Поэтому я никому не рекомендую идти по этому пути. Этот путь тупиковый. А те люди, которые, скажем так, инициировали данные беспорядки, с моей точки зрения, они играли с огнем. Как бы сегодня сложилась картина, если бы там что-то тяжелое произошло, если бы кто-то погиб. Поэтому мы сделаем все, чтобы такая история больше у нас не повторилась. Конечно, люди имеют право проводить митинги. Безусловно, святое право заниматься политикой в рамках существующих законов и правил. Пожалуйста, публичные дебаты, пожалуйста, выступления, пожалуйста, работа СМИ, пожалуйста, участие в предстоящих парламентских выборах. Пожалуйста, можно инициировать референдум по тем или иным вопросам. Но я не хочу забегать вперед, не хочу давать оценок. Это каким-то образом может помешать нашим правоохранителям. Но кадры, вы их видели. Вы видели, как отнеслись к журналисту. В отношении одного из журналисту одному были нанесены побои. Кто-то говорит о том, что это нормально. Я считаю, что это ненормально и недопустимо. Правоохранительные органы будут это пресекать. И в отношении тех, кто заслужил, будут применены меры государственного принуждения. Вот все, что я хотел сказать по этому поводу. Аслан Георгиевич, вот после того, как прокуратура заявила о том, что будет расследоваться все, что происходило 21 декабря, оппозиция обвинила вас и ваших сторонников в таких же действиях в 2020 году. Как вы это прокомментируете? И будут ли какие-то вестись диалоги с оппозицией? Каковы ваши взаимоотношения уже после 21 декабря? Если вы декабря? обратили внимание, я, в общем-то, ничего и не комментировал, даже по 21 декабря. Сказал, что не будет давать оценок, этим занимается прокуратура. Вы знаете, если кто-то считает, что нужно было отреагировать на какие-то действия, так надо было реагировать. А теперь, что касается диалога с оппозицией, мы его ведем. Сегодня мы встречались с частью оппозиции.
сразу после Нового года мы будем встречаться с частью оппозиции. Обозначились лица, с которыми мы встречаться ни при каких обстоятельствах не будем. И не будем вести переговоров. Такие товарищи тоже есть. Мы будем вести диалог, мы обязаны, и этот диалог полезен. Но все должно быть в спокойном русле. Кто-то выступает со срочной идеей, которая родилась несколько дней тому назад, о переносе парламентских выборов. Слушайте, что это такое? Какая необходимость? Какое количество людей эту идею поддерживают? Пусть инициируют референдум, получит большинство голосов, пожалуйста. Мы подчинимся воле народа. Это прямая форма демократии. А потому что несколько движений и партий, в котором состоят несколько сот человек, решили это сделать, я думаю, что это неправильно. Вот знаете как, инициативы, предложения, которые будут упакованы в хорошую, правильную форму, они всегда будут рассматриваться. В ультимативной форме мы ни с кем не разговариваем и никому не позволим с собой разговаривать. Аслан Георгиевич, какие существуют у государства планы на открытие пенитенциарного учреждения в Дранде? Насколько нам известно, ранее говорилось, что деньги на строительство его были перенаправлены на ремонт Ачкуары. Какие сейчас планы? Для того, чтобы построить учреждение исправительно-трудовое, этот проект был оценен более чем в 2 миллиарда рублей. Денег на строительство никто нам не выделял. Были деньги на проектирование данного объекта. Иногда бывает так, что несогласованные планы по финансированию могут привести к тому, что проект может быть заморожен. Мы не видели дальше в наших взаимоотношениях. Это хорошая, это нужная история, но денег на строительство нет. И мы не могли себе позволить потратить деньги на проект и не быть уверены в том, что деньги будут на строительство. Это же все идет в рамках финансовой безвозмездной помощи, которая поступает из России. И поэтому мы вынуждены были эти деньги перенаправить на капитальный ремонт линии Ачкуары. По мне, тюрьму надо построить небольшую. Рано или поздно мы ее построим. Ее надо будет сделать где-то в верховьях Кодорского ущелья. Климат должен быть близок к крайнему северу. И улица одна там проходит, ее легко контролировать. И с Хачапуром, пока туда доедешь со свадьбы, он может остыть там и так далее. И меньше людей туда будут ездить. Как-то так. Но в ближайшие 3-5 лет, думаю, этого не будет. А так надо построить, конечно. Мы попросим в следующей инвестпрограмме этот вопрос будем поднимать, но не уверен, что получим поддержку, потому как более острые вопросы у нас есть, которые необходимо решить. Большую работу провели в текущем году по выработке новой программы социально-экономической помощи Абхазии в рамках межправкомиссии. Сейчас в конце года идет согласование российско-абхазской стороны. Это программа на 23-25. Какие основные параметры, какие основные проекты, интересные проекты, знаковые проекты там предусматриваются? Если возможно, об этом сейчас конкретно говорить. Конкретных проектов нет. Это пока речь идет о суммах. Я сказал, более 2 миллиардов рублей отдельно идет на поддержку нашего сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и отраслей экономики. Это безвозмездно. Такого у нас не было. 800 миллионов рублей в этой программе предусмотрены на цифровизацию нашей экономики, что в конечном итоге должно привести к качественно высокому, другому качественному уровню администрирования всех налоговых платежей и к реформированию налоговой системы и таможенной системы. Эти деньги предусмотрены, там специалисты, в течение 3 мы должны. Это новые вещи, которые там заложены. Новые вещи заложены в программе, которых ранее не было. Это корпорация развития и Российско-Абхазский фонд. Корпорация развития, Российско-Абхазский фонд, цифровизация экономики и меры поддержки сельского хозяйства и отраслей – это новые вещи, которых ранее не было. Ранее инвестпрограмма была, она, потом, исходя из этих денег, формировали мероприятия по районам. Параметры инвестпрограммы немного увеличились, но не немного. Но
Что такое корпорация развития? Корпорация развития – это институт, который профессионально будет заниматься привлечением инвестиций. Вот крупные инвесторы будут работать именно с корпорацией развития. А Российско-Абхазский фонд, он будет учреждаться правительством России и Абхазии. И руководить этим фондом будут крупные специалисты российские на уровне министров, губернаторов бывших. Это контроль, это качество, это отбор, как говорят бизнесмены, летающих проектов, то, что заработает. Не просто там деньги пришли и потратили. У нас же так часто бывало, особенно в бизнесе. Очень часто бывает, что риски не просчитываются, вкладываются деньги, денег нет, проекта нет. Мы это видим, да, вот по программе льготного кредитования. Там проекты, которые невозможно восстановить. Тут вопрос связан с выращиванием морковки. Ну все, вложили денег, нет. Ошибки проектирования были допущены серьезные в Киеве. Пришлось докапитализировать предприятия по выращиванию помидоров, огурцов и так далее. Вот, чтобы этого не было, вот такие институты будут, они будут на условиях самоокупаемости, на них никто не будет тратить деньги. То есть вот такие новеллы, скажем, в этой программе. И еще программа имеет возможность, программа предусматривает возможность увеличения ее параметров, если мы качественно и быстро будем эти деньги осваивать. Вы знаете, что мы столкнулись с проблемой, там 1 350 000 000, и были проблемы по освоению этих денег. Не успевали по разным причинам. Нестыковки проектировщиков, значит, вопросы, связанные с прохождением государственной экспертизы, вопросы, которые имеют отношение к резкому скачку цен на строительные материалы. Сейчас вот на битум, на металл, на древесину одни цены были заложены, сейчас другие. Значит, проектно-сметная документация утверждена, и ни один подрядчик эту работу за эти деньги не будет выполнять, потому что это минусовая история. Вот механизм пришлось перенастраивать, механизм пришлось по-новому гармонизировать наши стороны, чтобы более качественно и быстро с полуоборота понимали друг друга. Вот если мы стартанем хорошо, если мы будем показывать опережающие работы, да, с опережением как-то будем идти, то эти параметры могут быть увеличены. Плюс, значит, в этой программе сказано о том, что стороны предпримут усилия по снятию инфраструктурных ограничений. О чем идет речь? Вы, наверное, знаете, сталкивались, какой поток транспорта летом особенно, да? У нас сегодня в Абхазии транспортных средств на учете столько, сколько было до войны, более 40 000. Хотя тогда здесь проживало 650 000, а сейчас менее 300. То есть наши дороги уже работают на грани, скажем так, в очень плотном режиме. Трафик автомобильного транспорта очень плотный. Нам необходимо ремонтировать туннель в Гагре, 3-й туннель, объездная дорога, чтобы масштабно заработала. У нас проблема серьезная, это Сухумский мост. Сейчас идет проектная работа, идут. Его нет пока в инвестпрограмме. Мы пытаемся изыскать средства по каким-то другим каналам. Там есть ряд подпрограмм, потому как и Сухумский аэропорт, взлетно-посадочная полоса, и мост – это инженерные сооружения, которые по своей сути имеют двойное назначение. Вы знаете о том, что в аварийном состоянии находятся тоннели, которые в Кудорском ущелье, если вы там были, там находятся наши военные, там находятся российские военные. Это вопросы безопасности. То есть вот то, что прописано в этой программе, это часть того, что мы можем сделать, если мы будем работать качественно и быстро, если мы вернем, скажем так, тот уровень доверия, который необходим в работе с нашими российскими коллегами. Очень волнует возобновление работы учреждений культуры. Многие, может, меня будут критиковать за это, но Что вы предлагаете, уважаемая Анжела? Я предлагаю разрешить им работать с соблюдением всех санитарных норм, как это делается по всей России. Вы не могли бы убедить в этом наших коллег из Министерства здравоохранения и других товарищей, которые несут ответственность в плане противодействия, значит, этой беде? Вот врачей, если сумеете убедить,
вот если ваших аргументов будет достаточно, я не хотел бы, Анжела, вторгаться в сферу, в которой работать должны специалисты. Вот нам выдали ограничительные меры. Это же ответственные люди. Но я абсолютно уверен в том, что значительная часть врачей, даже не значительная часть врачей, врачи это образованные люди, люди, которые тяготеют к культуре. Они тоже хотят, наверняка, я уверен, бывать в местах, в театрах, в кинотеатрах, но почему-то они себя ограничивают и нам это советуют. Но это же не злой чей-то умысел. Вот давайте на проблему посмотрим с точки зрения врача или специалиста. Аслан Георгиевна, Апсна Ахадас Шкалыштя Шапылузы Ожвеев Шума. Излепшим яха ирт баанам шхагду низбот хапхи что проблема. Усканскуяна гоздги аре проблема яка пангует юефакила ахифтхишты скотха. Вас нахуп что кште избот проблема. Я более точно могу оценить степень сложности этих проблем. Из артиста хуй, а вот хастарак, рейхарак, адзбера, зихана, сарасома, гертрома, урсту ацлару, вау, пацапхахишта, хауси алыта, это глазаща. Вы гибаб стемик, бзидзем, мусу пешоо, и я шла сахар. А сара, усвяна гону, снег у ней на уеухид, ай, хит, хайпертит, избахотха. Вы ацхрату, вы хацглату, избанагзар, рехарах проблема, харахар гамцуэ. Ахахара проблема, шхамовипш, ахуразкани, ахсо, уихат проблема хугё. Хаззими айва гиqaцан. Хайтана айша хусуша яцуцар биqob. Гара яхабжо яхарта тглазаша биqob. Ханцаби хабира зазарстахуб. Аджаба ауд избалас потуйку сашвяки ху хар гамезам спианаго. Амцхара хақуцна иqob тглазаша х харшхар. Ожачкун хақы боксер харитон ибзини хайр пшит харшхарова харшхарова. Иqob итеги зебргаша успа. Иqob тглазаша ана харшхара ашатахум بحرشقار بحمو راسك قاعد نو عن كبريز وسبع عشان هيخوض شقط في بنجاش وفي السوق توب جوارح رزنزنا حقا جباز بيوما يحد جوز يوما وده عروس بسيو يحب مش كبر حد عن مش كده عزام ساعات عن губернатор Краснодарки Кондратьев Ходов Вениамин. وراح يتباون براك حقوق شتكي ويدوق ديسن بسند مع داس بتسون ده دخسنا براك مع داس يبس دار يبياخد دار زي بياخد فيكم هنزاقوا يمشي بجرابك دنساشتك دساسد بس برات وسخ مسوي جاكيت في المكان هي سخر عرق أستاذ تخوب كمان на 70 на миллион долларов 3000 тонн муки, разъярение общество, хамтас хавагер захани айшти. Из фарсиста хаз от аводайро куизбо хелгау уяхатшар яшадзам хахшиулатана хулатана халибакан хазнер хазараб хазбо яхасхрава агё хастахугё обупсакала бзе хазбо апсн бзе сборасо Апсны бзез бо зиги апсасу бзе харбарби ахсараб апсны сарабун. Аслан Георгиевич, в преддверии парламентских выборов общество часто вспоминает о том, что нам пора переходить от мажоритарной системы выборов к смешанной. Каково ваше мнение на этот счет? Считаете ли вы, что вот общество готово к тому, чтобы нам перейти к смешанной выборной системе? Вы знаете, у меня нет по этому поводу сложившегося окончательного мнения. Я хотел бы вас проинформировать о том, что работала Конституционная комиссия, и они подготовили ряд предложений по изменению некоторых статей Конституции. Я их всецело поддерживаю. Мы это будем вносить в парламент. Если вдруг случится так, что по каким-то причинам парламент ее не примет, я даже думал о том, что надо бы нам это вынести на референдум. Это как бы ряд
существенных изменений нашей Конституции. Все это должно начать работать с 2025 года, потому как изменения в Конституции необходимо готовить другие нормативные акты. Вот я работаю 1 год и 8 месяцев. 1 год, 8 месяцев и 5 дней. 4 апреля, да, сегодня у нас сколько-то, да, 5 дней, совершенно верно. 1 год, 8 месяцев, 5 дней. Ну, если считать, что по ковиду мы были закрыты только 1 августа, то 1 год, 4 месяца и 5 дней. Вот за это время, за это небольшое, и в то же время за это, я понял, что наши реформы должны быть просчитаны. У нас реально не хватает компетенции в этом плане. Вот, все может случиться так, что мы испортим. Кто-то говорит, что вот партийное представительство, если это будет партийный парламент, это хорошо. Но я имею достаточно большой опыт общения с некоторыми партиями. И я имею представление о том, как идет работа в этих партиях. И, конечно же, вот переход на такую систему – это очень ответственный шаг, его надо просчитать. Я не буду возражать, если мы все-таки хорошонечко все продумаем. Только так это можно сделать. В части вот первое я сказал, что мы готовы, мы будем, значит, вносить изменения в Конституцию в обязательном порядке. Там уже для меня это очевидно, потому что это уже мой опыт за это время показывает, что так надо, да. Мы, значит, президентская страна, президент, вице-президент, министры и так далее. Это очевидно назревшая история. Они же тоже долго говорят, но мало сделали. Мы это сделаем, я вам даю слово. А по смешанной системе не готов, не уверен пока, что мы должны это делать сейчас. Пока не уверен. Давайте мы некоторые вещи проработаем, и опыт покажет. Но было же время, когда парламент наш в тяжелые времена проявил себя как институт зрелый. Один из составов парламента вошел в историю как золотой состав. Такой же тоже был. Правильно, да? Вот поэтому по смешанной системе мы думаем над этим. И я думаю, в 2022 году по этому поводу мы к чему-то придем. Продолжая вашу мысль до и сейчас, вы очень часто во время предвыборной кампании высказывались по вопросу НДС. По вопросу чего? Налог на добавленную стоимость, ввозной НДС. Сейчас эта тема постоянно присутствует, особенно об этом говорят люди бизнеса. Я лично считаю, что люди бизнеса это НДС предусматривают при формировании цены, страдаем мы все покупатели, потребители. Ну, бюджет на 2022 год уже сформирован, эти цифры там заложено. В перспективе вы вообще допускаете мысль о необходимости его пересмотра? Какие проекты экономические, политические, которые вы считали обязательно нужно решить в период предвыборной кампании или до президентства? Сейчас по этим проектам у вас кардинально изменилось мнение? Если говорить о том, как я думал до президентства, другое дело, что сейчас картина стала более реальной. Степень сложности, по времени я думал, что-то будет проще и быстрее. Я начинаю понимать, что это требует большего времени. Подготовка. Потом все-таки вот такой очень важный, это кадры, специалисты. Слушайте, мы все готовы, я как руководитель хочу, чтобы моей работой были довольны, чтобы население сказала, да, вот эти люди неплохо поработали. Конечно же, я этого хочу. Но прежде чем принять решение, мне необходимо опереться на мнение специалистов. У нас большие проблемы. Вот в части НДС тоже. Сейчас мы сталкиваемся. Вот крупные инвесторы, они тоже опасаются. Вы представьте себе, даже тот проект, о котором мы говорим, там значительная часть, кроме инертных материалов, очень много придется завозить. И на этом этапе этим людям придется платить большие деньги. Но мы тут тоже
кое-что пересмотрим в зависимости от объема инвестиций. Потому что иначе не получится, иначе не придут ставки НДС, виды товаров, которые подпадают под НДС. Это все зависит от состояния экономики, от его специфики экономики, от многих других факторов в том числе. Ничего не будет в таком виде, как было, вот так вот застывшим, ничего не будет. Другое дело, что мы усложнять не можем. Это правила игры делать хуже, это неправильно. Но отпускать ситуацию, это, вот я считаю, правильно. Иначе никто в нас не поверит. Если мы сегодня договоримся о том, что ставки будут такие-то, инвестор начинает работать, там 3-4 года он работает, и через год он столкнется с тем, что ввозная ставка будет больше, это как бы так никто не, серьезные люди на такие шаги не пойдут. Поэтому в плане ослабления некоторых, скажем, позиций, это да, наверное, мы вынуждены будем это делать. Я об этом говорил, может, я высказывался более радикально, но я вижу, что мы с этим столкнемся, сама жизнь нас под это дело подведет. Вот я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Человек имеет капитал. Бизнесмен, ну, суть бизнеса, она состоит в том, чтобы капитал становился больше, да? Вот они проекты вкладывают. Если развитие бизнеса в одной точке более динамичное, но капитал пойдет туда. Принцип свободного капитала. В Европе это же так, и в большой части мира люди свободно переводят свои капиталы, вкладывают там. Есть инвесторы, которые в десятках стран работают, они смотрят, где рынок сложился наиболее благоприятный, и часть своих активов, значит, выводят и вкладывают туда. Кстати, вот такие крупные компании, которые работают в России, например, та же компания Макдональдс, они продали все свои активы, все имущество свое продали, они оставили только франшизу, им платят за имя. Вот у них, если им принадлежали рестораны, они были в собственности, они сейчас практически все продали. Если до этого, имея, значит, собственность, они там зарабатывали 15%, сейчас собственность продана, она им не принадлежит, зарабатывают 1,5-2% на имени. Потому что, видимо, нашли место, куда можно вложить эти деньги более эффективно. Или с учетом страновых рисков, или с учетом, возможно, тех санкций, которые сегодня работают против России, а на нас это тоже не может не отразиться. Ну, кстати, для нас благоприятная картина санкций против российского бизнеса и так далее. Это та история, которая для нас может оказаться плюсовой, если мы к этому грамотно подойдем. И самое главное, все это будет работать на наших граждан. Вот все это будет работать на нас. У нас же проблема в чем? Самое главное в том, что люди не заняты работой. Мы не смогли обеспечить наших граждан работой. Значит, он не создаст семью или создаст ее поздно. Значит, он не вылечит заболевший зуб. Значит, он не обратит внимания на протекшую крышу, потому что ему нечем. 140 тысяч граждан трудоспособного населения. Официально работает 40 тысяч. Около 30 тысяч имеют работу неофициально. Ну, какой-то уровень безработицы должен быть. 50 тысяч надо еще пристроить. А для того, чтобы пристроить 50 тысяч, сегодня создание одного рабочего места это примерно 5 миллионов рублей. Вы умножите 50 тысяч на 5 миллионов, вы получите объем инвестиций в экономику, чтобы людей трудоустроить. Это 250 миллиардов рублей. 5 миллионов в одно рабочее место. Так примерно, вот в отраслях это так. Там отель, если построишь на 20 номеров, придется он тебе там, 20 миллионов, на 5 человек, 4-5 человек все работает. Это все школа. Причем школа жизни. И экономическая наука, экономическая теория, школа жизни. Конечно, кое-что я в своих подходах меняю. Ну, а так, чтобы вы понимали, уважаемые коллеги, когда я был кандидатом в президенты, я об этих проектах еще не говорил так твердо. Сейчас я говорю о необходимости, настаиваю и будем доводить до конца и аэропорт, и газификацию, и привлечение инвестиций, и, значит, вопросы инфраструктурного характера, и вывод энергетики из кризиса. Это все, что мы обязаны сделать. Это очень непросто,
Это очень сложно, это очень ответственно и интересно. И самое главное, полезно. Меценат Хазрет Совмен, если я не ошибаюсь, уже 3-й раз оказывает Абхазии финансовую помощь. Куда будут направлены эти деньги? Значительная часть денег ушла на противодействие ковида. Ну, там покупали оборудование, например, рентген-аппараты, это не только для ковида, или там 3 или 4 карет скорой помощи купили. Вторая часть денег тоже, значит, ушла в Минздрав на здравоохранение. А третья часть денег ушла в Минздрав, он так захотел, часть в поддержку правоохранительных органов, на приобретение транспорта, нам специального и так далее. На пресс-конференции в 2020 году вы нам заявили, что недовольны работой определенных министров, и что вы в конце года планируете пересмотреть и персональный состав, и структуру правительства. Ну, потом были определенные обстоятельства. И за 2021 год эти люди поправили ситуацию. Как вы в целом оцениваете работу правительства, министров, и что им ожидает? Насколько они будут спокойно спать? Спокойно спать никто не будет, это точно. Если мне не изменяет память, в 2021 году поменялось 4 руководителя, 3 министра, председатель Государственного таможенного комитета, глава администрации Чимчирского района, руководитель государственной компании. По итогам этого года и с учетом предстоящих выборов тоже будут изменения в правительстве, имеется в виду по персоналиям, будут изменения. И будет изменение, оно будет небольшое, но в структуре правительства тоже. И мы идем к 2025 году с новой структурой, в котором мы учитываем предложение членов Конституционной комиссии. Это фундаментальное изменение, это одна администрация, это отсутствие должности премьер-министра и так далее. Это уже фундаментально. Я бы не хотел устраивать, знаете как, это плохо, когда правительство меняется часто. Это неправильно, это мешает работе. Вот у нас есть проблемы в энергетике, и они очевидны. И значительная часть этих проблем, абсолютное большинство этих проблем носят объективный характер. Никто, вот любой министр, новый там будет, или генеральный директор, кардинально ничего не поменяет, если не будет денег. Туда необходимо вложить серьезные деньги. Эти деньги надо найти. И все мастерство состоит в том, чтобы эти деньги найти на выгодных для народа Абхазии, для экономики Абхазии условиях. По-другому, вот энергетика, она состоит, там, оборудование и так далее. 80% того, что мы имеем в энергетике, должно быть списано. Оно уже устарело. Там оборудование, которому более 40 лет, более 50 лет. Майнинг — это одна история. Вот когда шквальный ветер был, это же не из-за майнинга опоры упали. Опоры упали, потому что усталость металла. Или трансформаторы. 42 трансформаторные станции. Из них в капитальном, срочном ремонте нуждается минус 8, 34. Это колоссальные деньги. Ну, это как бы объективная картина. Поэтому снять человека это легко, если поменяет ситуацию, но не поменяет. Но команда, вот с учетом того, что профицитный бюджет, с учетом того, как работали по решению этой проблемы, связанной с пандемией, с учетом наших взаимоотношений с Российской Федерацией, с учетом того, что программа социально-экономического развития формируется, гармонизация, команда работает. Конечно, есть куда расти, нет всякого сомнения. И итоги года будут подведены, будут даны оценки, и какие-то изменения, конечно, будут. А как вы оцениваете работу глав администрации районов? Мы знаем, что в Гагрском районе в этом году профицит наблюдается, а в Ачимчирском районе наоборот. С чем связаны такие показатели? В Ачимчирском районе это связано с очень высоким уровнем дотационности этого района. Было несколько предприятий, которые определяли существенным образом, от них зависело налоговое поступление.
Это предприятие по вылову рыбы и переработке. В прошлом году путина была, скажем так, слабая, поэтому район этих денег недополучил. Говорить о том, что с задачей не справился глава района, это неправильно. Объективная картина была такой, поэтому так получилось. В Гагарском районе там уже можно обратить внимание на то, что руководство района, налоговая инспекция, они начали более эффективно взаимодействовать с налогоплательщиками. Они нашли тот формат отношений, который позволил им увеличить собираемость налогов. Там тоже не без проблем. Там тоже есть проблемы, но они решаются. Более того, несколько десятков предприятий, которые работают в Гагарском районе и вообще не стояли на налоговом учете. Они были выявлены и поставлены. Это большая работа администрации и Министерства по налогам и сборам. Неоднократно туда выезжал министр по налогам и сборам. В индивидуальном порядке идут разговоры, погашаются задолженности. Такой ресурс в Гагаре есть, такой ресурс есть в Удауте, такой ресурс есть в Сухуме, частично в Куйрыбском районе. В Ачимчире какой ресурс? В Качели какой? Их там нет, там кто эти деньги будет платить? Поэтому мы, что вот сейчас вот, если вы обратили внимание, в Ачимчирском районе один объект появился, сейчас еще объекты появятся. Причем мы говорим про аэропорт. Сейчас идет освещение автомобильной дороги, там будет очень красиво. Дорожную разметку нанесли. Въездная группа в Ачимчирский район, вот Стеллу вчера запустили, вы ее видели или нет? Обратите внимание, очень красивая, самая красивая. Мы обязательно построим дорогу до водопадов в Кварчели в обязательном порядке. Отремонтируем дороги до Моковского храма, отремонтируем дорогу до Агубедийского храма. Освещенная дорога, если будет, это уже туристический поток с Западной Абхазии, хотя бы уже внутри будет однодневный туристический поток, как это на один день приезжают из Сочи к нам, те, кто отдыхает в Гагаре и так далее, на один день будут ездить туда. Это уже будет хорошая история. И ряд других проектов, там реализуются сельхозпроекты, пилотный проект запущен в Адзюбже и в Тамаше по выращиванию аквакультур. В будущем году, я думаю, я надеюсь, в конце будущего года будет первый урожай. Это около 70 тонн мидии и около 8 тонн устриц. Мы выделили в Тамаше 200 гектаров морской поверхности на удалении, значит, там около километра. Они эту территорию обустроили, уже работают, часть документов у них есть. Это тоже российские инвесторы вместе с абхазскими партнерами. У нас будет, значит, вот эта вот собственная продукция. Мы как бы этим занимаемся. Я думаю, вот такие точечные проекты необходимо там развивать. Необходимо привлекать инвесторов, и тогда будет пополнение бюджета. Вы знаете о том, что у нас проблема со сбытом меда. В Ачимчирском районе в селе Кинги построили завод по переработке, фасовке меда. Как выяснилось, оборудование, которое было приобретено, оно было не новым, этому оборудованию было более 10 лет. Более того, завести не смогли. Ничего из этого не получилось. Около 30 миллионов рублей денег потратили. Мед там простаивает, что-то, значит, испортилось, кто-то нелегально пытается вывести. Министр сельского хозяйства обратился к товарищам, к нашим абхазам, которые живут в Москве. Вот я сейчас на один день ездил, мне уже показали продукцию пилотную, сделали все документы. Не на этом заводе, тут не получается, вывозят наш мед, фасуют, уже договорились с некоторыми ритейл, да, это называется, компании, которые занимаются сетевики, и там появится несколько сортов абхазского меда. Вот как только будет, вы представляете, там 1000 тонн меда с Ачимчирского района, это же деньги, которые туда будут приходить, и очень хорошие банки, очень хорошая упаковка. То есть в этом деле наконец-то нашлись люди, которые знают, как поставить. Появилась компетенция, и дело пошло. Ачимчирский район, Кварчельский район – это наши районы, которые требуют
повышенного внимания и больших инвестиций. И мы будем для них искать эти инвестиции. Мы эти районы будем развивать обязательно. Там большой скрытый потенциал. Это не просто слова. Это вот год тому назад, я говорил, 5 декабря на Тамушскую площадку вышли. Вот нашлись люди сделать. Там будет сейчас вторая очередь в Тамуше. К сожалению, получилось так, что поменялись владельцы этой компании. И мы, наверное, этот год, вот сейчас идет процесс, одни там продают, другие покупают. Но летом или осенью приступят к строительству второй очереди. Она будет другая вторая очередь, более качественная. И вот так вот, если мы будем развивать, строить объекты, то совершенно другая картина будет в бюджете Очимчирского района. То есть те проблемы, которые там были, они носят объективный характер. Я часто смотрю статистику, которую дает спутник Грузия, процент экспорта цитрусовых, хурмы только в Российской Федерации в этом году существенно вырос. При этом мы ездим по Абхазии, видим, что хурма в основном висит на деревьях. Почему Министерство сельского хозяйства, у нас было здесь ведомство Абхазэкспорт, не смогли наладить, помочь крестьянам поставки и отправки на экспорт продукты, которые имеются в стране? Это вопрос в большей степени к министру сельского хозяйства, почему нам это не удалось сделать за 28 лет. Но я попытаюсь на него ответить. А потому что звезды не сошлись. Было желание, не было денег. Были деньги, не было компетенции. И так далее. Вот впервые 100 миллионов рублей в бюджете Министерства сельского хозяйства были предусмотрены. Это немного, это небольшие деньги, но они тщательным образом распределены по конкретным людям, которые делают продукцию. Кто-то выращивает, небольшое количество скотины, кто-то занимается созданием сухофруктов, оборудование купили семя ажиба. Этот процесс пошел, но он не в одночасье. И в этом нам помогают россияне в том числе. Вот эти 2 миллиарда рублей, которые заложены, значительная часть этих денег пойдет на перерабатывающую промышленность. Перерабатывающая промышленность как раз-таки переработка продукции сельского хозяйства, консервация, создание цехов по сухофруктам. Вот в Очимчире тоже был завод построен на деньги по льготному кредитованию. Он же не загружен. Там проблема и в менеджменте, и в сбыте продукции. А сбыт продукции напрямую связан с тем, как работает режим работы, границы, таможенный режим. Очень непросто, но вполне возможно, если заниматься постоянно. Создавали разные компании, Продэкспорт, не сработало, по разным причинам не работало. Значит, надо искать выход, значит, надо поручать. Тут все это должно быть, государство только может оказать содействие в этих вопросах. Государство может быть таким игроком, который помогает. Но не государство же должно хурму выращивать. Это в советское время так было. Это дело бизнесменов. Им оказать поддержку, правильно этих людей подобрать, себя не обмануть, там взяли деньги, ничего не сделали, кредит не вернули. Такую историю, чтобы не было. Что означает и какие задачи вы ставите перед послом Игорем Ахба с его назначением на новую должность, и то, что произошло, посол России в Абхазии, посол Абхазии в России, это синхронные действия или это случайное совпадение? Вы знаете о том, что в договоре, который подписан в ноябре 2014 года, статья 3, если мне не изменяет память, сказано о том, что Россия оказывает содействие Абхазии в плане ее участия в интеграционных процессах, которые инициируются Россией на постсоветском пространстве, которые инициируются Россией и участником которых является Россия. Там идут определенные интеграционные процессы. Они идут не так просто, не так быстро, но мы смотрим совсем за этим. И, конечно, участие Абхазии в этих процессах для нас может быть и будет выгодным. И назначение Игоря Мурадовича, он человек опытный, он находится в Москве, он дипломат со стажем,
означает, что вот этим интеграционным процессам мы будем уделять особое внимание. Говорить сейчас, что у нас получится, что у нас не получится, об этом пока рано. Это знак того, что пришло время этим интеграционным процессам, о которых сказано в договоре, придать импульс, посмотреть, что из этого получится. Решение было обусловлено именно вот такими соображениями. Аслан Георгиевич, в ходе последних поездок по районам рабочих вы делали акцент на собираемости за свет во всех районах и предостерегали людей, что если они не справятся с задачей до конца года, то будут предприняты меры кадровые. После таких предостережений собираемость какая сейчас, какой уровень? Мы договорились, что итоги года мы подведем в конце января. У нас такая договоренность. И мы на самом деле везде, во всех районах обозначилась неплохая тенденция. Ну, вот видите, я сейчас тайну выдал. С мертвой точки везде все сдвинулось. Ну, вы знаете, были такие районы, если взять там, с 2018 года, посчитали почему-то такая статистика, в одном из сел Гудаутского района собираемость 24%. Ну, это же недопустимая история. У нас что, есть села, в котором 94% населения не способны заплатить за свет, конечно же, просто нет привычки за него платить. И эту привычку необходимо вырабатывать. И она вырабатывается методом убеждения и принуждения. Пока принуждение работает плохо. Вот это имеет отношение ко всем нашим институтам. Но мы должны себя научить, и наши институты грамотно этот механизм использовать. Другого варианта нет. Конечно, это не дело Министерства внутренних дел заниматься проблемами взыскания, вроде бы. Но приходится им подключаться к этой проблеме. Но там ситуация улучшилась на самом деле. Она еще лучше станет. Потому что это стало теперь критерием оценки для главы села и для главы района. Вот, когда оценку деятельности ему давали, этот фактор не учитывался. Вот вы обратите внимание, как проходит совещание там, в таких республиках, как Татарстан, Башкирия или субъектов Российской Федерации. Глава субъекта или района выступает, там 20 показателей, за которые он учитывается. И провал в любом из показателей оснований, чтобы его освободить. Но мы к этому должны прийти. У нас нет такой школы, практики. Ее нет. Ее надо создавать, и она очень с трудом создается, но она будет создана. Вот человек принял территорию, вот есть такие показатели, должны стать такие, он за это должен ответить. Не умеет, значит, надо искать. Тоже проблема, кого искать. Аслан Георгиевич, во время вашей поездки в Галский район поднималась тема проблемы с выдачей документов. Там вот учительница вставала, она задавала вам вопросы о том, что даже студенты не могут продолжать учебу в Российской Федерации из-за того, что у них заканчивается вид на жительство, форма. Ну, в общем, там такие нюансы. Вы поручили тогда администрации президента разобраться с этим вопросом. Решен ли вопрос этих студентов, смогут ли они продолжить учебу? Частично вопрос решен для кого-то. Там их не так много. Но вот такого системного решения проблемы нет. Нет ее. И это будет зависеть в том числе и от парламента тоже. Там, скорее всего, придется вносить ряд инициатив, ряд предложений, кое-какие вещи надо соотнести к реалиям сегодняшнего дня. А, конечно, история, связанная с жителями Гальского района, это такой клубок проблем. Нам придется принимать решения, которые мы ранее не принимали. Нам придется рисковать, потому что выработанных и опробированных рецептов нет. Но это все свойственно государству. Государство должно научиться вырабатывать правильные решения. Сложные, несложные, это уже другой разговор. И, конечно, это наш район, это наша территория. И мы должны создать условия нормальные для тех, кто там живет. Для наших граждан уж тем более нормальные условия. Тут надо все хорошенечко взвесить. И создырам эхинза эхипи хайпшора шку эхинзахоз сарапус из завоза скуяхот хасталар не хашукс. И все этот счет.
агәыбзиара, анасыԥ бзиа, аизҳара, пату еиқәҵара, ҭаацәацыԥхьаӡа шәхәышҭаараҿы ихаау амц ыҟазаап. Асасцәа иахьагьы уахагьы ишәҭаху бзиа ижәбо шәымазаап. Шәара ишышәҭаху дагәазаашьа шәаԥхьаа, Анцәа ду шәақәыршәаа.